Вы смотрите программу «Актуальное интервью». С вами Дарья Короленкова. Здравствуйте. В Якутии пройдет гражданский форум гражданского общества «Консолидация во имя Победы», посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, Году защитника Отечества в России, Году защитника Родины в Республике. Гость студии Александр Максимов, заместитель министра по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха-Якутия. Александр Григорьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, для начала расскажите, кто вообще будет принимать участие в гражданском форуме и какие, собственно, задачи должен решить сам форум. Ну, вообще, гражданский форум является уникальной и важной платформой, которая дает возможность для обсуждения и принятия решений по наиболее актуальным и важным проблемам нашего общества. Примут участие представители гражданского общества, представители некоммерческих организаций, представители бизнес-сообщества, местного самоуправления и органов власти. Ну, а также активная часть населения нашей республики. Вообще, главной целью гражданского форума является создание моста, дискуссионного моста между институтами гражданского общества и органами государственной власти. Тут главное, чтобы каждый участник форума понял значимость своей роли, свою значимость в развитии нашего региона. Когда будет проходить сам форум? Сам форум будет проводиться 9-10 сентября. Основными площадки будут проходить, получается, на пространствах IT-парка, проспект Ленина 1 и Дом дружбы народов имени Кулаковского. Получается, 9 сентября у нас будет проведен семинар с участием директора школы федеральных президентских грантов. Мы стараемся ежегодно в рамках гражданского форума приглашать экспертов федерального уровня, чтобы участники грантов и конкурсов могли еще получить дополнительную информацию, чтобы в будущем получать положительные результаты. 10 сентября, получается, у нас будет 5 площадок и будет пленарное совещание по итогам. А какие мероприятия форума посвятят именно 80-летию Победы на форуме? 80-летию. Так, получается, да, у нас гражданский форум будет приурочен 80-летию Победы в Великой Отечественной войны. В прошлом году был приурочен году семьи и детства. Обсуждались актуальные вопросы семейной политики и детства. В этом году у нас, получается, указом президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина год был объявлен годом защитника Отечества. А в нашей республике наш глава Исен Сергеевич Николаев объявил год защитника Родины. Поэтому темы площадок будут, конечно же, посвящены таким ценностям, таким чувствам, как мужество, долг перед Родиной, ответственность перед Родиной и гордость за наших предков, участвующих в Великой Отечественной войне. Также будет отдельная площадка, посвященная мерам поддержки участникам специальной военной операции и членам их семьи. Потому что мы все сейчас понимаем какова важность роли сейчас поддержки, заботы, внимания, оказания нашим ребятам и их семьям, которые сейчас защищают Родину. Помимо этого, какие еще актуальные темы будут обсуждаться на площадках? Вообще будет 5 площадок, получается. А первая площадка — это эстафета поколений «Духовность, мужество и ответственность». Создана эта площадка для разговора о главных ценностях нашей страны, таких как духовная культура, героизм и чувство долга. Также там будут обсуждаться, передаваться опыт из поколения
старшего поколения нашей молодежи. Ну, также вопросы укрепления национальной самоидентичности и развития личного потенциала каждого гражданина. Также будет площадка, как я сказал, по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей. Важнейшие темы для обсуждения включают меры государственной политики и инициативы гражданского общества. Будет площадка «Многопоколенная семья. Традиция и ценность жизни». Эта площадка посвящена важной роли многопоколенных семей в сохранении культурных и семейных традиций. Будет площадка «Роль общественных инициатив в решении социально значимых вопросов». На этой площадке будут обсуждены лучшие практики наших районов и городов, что позволит выявить лучшие практики общественных инициатив, которые способствуют укреплению гражданского общества и повышению социальной ответственности. И будет отдельная площадка по вопросам реализации федерального закона номер 33 ФЗ об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти. Эта площадка предназначена для анализа нового федерального законодательства и выработки конкретных путей для его практической реализации в нашей республике. В завершение форума будет пленарное совещание, где будет принята резолюция по итогам гражданского форума, где будут отражены основные выводы и предложения. Вот кроме темы и названия форума, чем вот отличается вот этот форум от предыдущего, например? Ну, смотрите, это же у нас уже 13-й форум проводится, ежегодный форум. В прошлом году он был посвящен году семьи и детства, где именно рассматривались актуальные вопросы по поддержке семейной политики и детства. Да? В 2023 году тема была «Человек труда. Новые вызовы и возможности». Рассматривались такие вопросы, как достойный труд, риски на рынке труда, поддержка местных товаропроизводителей и развитие арктических и сельских поселений. В 2022 году гражданский форум был посвящен столетию Якутской ССР и году матери и ребенка. Может быть, в этом году участие принимают новые, может быть, участники или как вот? Ну, смотрите, у нас будет специальный приглашенный гость в этом году, заместитель общественной палаты Российской Федерации, Герой России Бочаров. Вот. И очень мы вот вообще героев России будем привлекать к этой площадке. Все-таки связано с 80-летием Победы и году защитника Отечества. Поэтому у нас будут очень спикеры именно герои России. Какие вот новые навыки и знания в целом вот получат участники форума от этого? Ну, мы предполагаем, что участники форума получат большой багаж знаний и интересных контактов, которые дадут свой эффект в их дальнейшей деятельности. Также будут розданы раздаточные материалы с лучшими практиками и проектами и рекомендациями по социальным инициативам. Вот накануне проведения гражданского форума пройдет семинар, который проведут эксперты фонда президентских грантов, да, и фонда природы. Вот какие вот навыки, новые знания вот получат участники от форума? Вот. Как мы все знаем, наши общественники, наши некоммерческие организации очень активно участвуют как на региональных конкурсах, так и федеральных конкурсах. Поэтому мы в рамках гражданского форума 8 сентября проводим семинар именно Фонда природы.
на самом деле очень интересное направление для нашей республики. Там будут рассматриваться такие вопросы по таким направлениям, к примеру, как проекты по сохранению видов животных, редких видов животных, ареала их обитания, сохранение трудовых ресурсов в органах, в особо охраняемых природных территориях, развитие волонтерского движения в органах, не в органах, на особо охраняемых территориях, получается, экологический туризм. И вот самое важное, я думаю, которое интересно для наших участников, это вот именно то, что там есть направление как сохранение среды в арктических зонах России. Ну, наша природно-климатическая зона охватывает арктическую зону, поэтому это реальный шанс для жителей арктической зоны нашей республики. А 9 сентября уже будет проведен семинар именно с участием директора школы фонда президентских грантов. Будут обсуждаться конкретные вопросы по составлению заявки, качественные показатели в составе заявки, которые влияют на принятие решения одобрения или неодобрения. Также будут вопросы обсуждаться, кто может участвовать, на какие суммы мер государственной поддержки может, получается, подавать заявку. И будут рассмотрены отдельным блоком ошибки при составлении конкурсных заявок и как их избежать. Будут даны подсказки. На самом деле очень интересный будет семинар. А если вот обычный желающий захочет принять участие, вот сможет ли он посетить форум и как ему это сделать? Форум? Мы по всем районам и по всем городским округам направили письма приглашения. Уже нам приходят заявки, поэтому надо выходить жителям на свои, получается, администрации в районах и приезжать к нам. Также дополнительную информацию могут получить в телеграм-канале Министерства по делам молодежи и в группе ВКонтакте. Участвуйте, так сказать. Да, конечно. Мы ожидаем, что участие где-то более 500 человек. Я думаю, меньше не будет. Поэтому мы очень рады, когда вот именно активные жители нашей республики участвуют в наших мероприятиях. Спасибо, Александр Григорьевич, что сегодня к нам пришли, рассказали такую подробную информацию о форуме. Надеюсь, участников действительно будет много. Это была программа «Актуальное интервью». До встречи.